Мне кажется, наверное, Владимир Зеленский, как человек, который стал президентом 3 недели назад, 3 месяца назад, простите, наверное, только сейчас начинает понимать тот груз ответственности и тот объем задач, которые перед президентом стоят, и какие вызовы стоят перед страной. И мне кажется, в том числе, он это вот только сейчас начал осознавать, и это очень тяжелая ноша. Ноша тяжелая, но и вариантов разных много. В том числе говорят, при нынешней поддержке на выборах президентских, при тотальной, просто давайте прямо говорить, да, победе на выборах парламентских, что, наверное, в Европе нигде не было, не только в Украине. Вот, просто никто такого вспомнить не может. Да, и этот вот зеленый цунами. Формально есть риск превращения президента в диктатора, партии, победившей в партию власти. Да? Насколько ты высоко оцениваешь такой риск? Мне понравилось выражение, которое в том числе звучало в нашем подкасте «Украинской правды» вот на прошлой неделе, что выборы парламентские, результаты парламентских выборов – это буйство демократии в условиях постправды. Мне кажется, это очень точное определение того, что в Украине произошло на этих парламентских выборах. Касательно диктатуры и касательно того, какой кредит доверия украинцы оказали нынешней власти, очень многие мои коллеги говорят об этой угрозе. Я ее тоже, естественно, как человек, который умеет анализировать процессы и который как-то давно уже работает в политической журналистике, я ее принимаю. Я надеюсь, что этого не случится, хотя риски такие точно существуют. Но сейчас вот загадывать на то, что будет, знаете, ситуация последних нескольких месяцев показывает, что в принципе мы не можем предугадать развитие сценария на ближайшие месяцы. Вообще вся политология помножена на 0, мне кажется, вот последние месяцы. Это исключительно Нет, политология помножена на 0 политтехнологией. Да, это 100%, потому что это вот политтехнологически просто безупречно исполненная история.